Наверное, я бы сравнила Ивана Яковлевича с высокой каменной горой, снежной вершиной. Причем гора эта какая-то, она такая синяя почему-то, и на фоне такого голубого неба, и с такой со снежной верхушкой, и она очень красивая, такая гордая, высокая гора. Он похож, вот мне кажется, на нашу якутскую росомаху. Росомаха – это настолько бесстрашный зверь, настолько сильный, настолько умный. При всем при этом иногда даже медведь, хозяин тайги, под его напором, под его гибкостью и логикой ума уступает ему тропу. Такого, как Иван Яковлевич, нету. Это уникум. Ну, в любом случае, он человек-легенда. Движение – это жизнь. Недаром говорят, когда усиленно двигаешься, то и сердце начинает работать, то все органы начинают работать, и сосуды начинают расширяться, сосуды переходят в состояние хорошее. Поэтому я вот пропагандируя здоровый образ жизни, всем говорю, что наше здоровье в наших руках. Это и питание, это воздержаться от курения, от алкоголя, от плохих привычек. Тогда человек может жить в среднем 100 лет. Недаром же говорят человек. Тело – это человек, век – это 100 лет. Поэтому мы, когда сами будем следить за своим здоровьем, сохранять свое здоровье, здоровый образ жизни будем вести, то действительно без болезней будем жить долго. Вот, например, я начинаю движение всех своих органов. Вот, например, кручу голову так десятки раз. Вот таким образом в течение нескольких минут сердечные мышцы начинают заработать, начинают пищевода, кончая сосудами, они переходят в движение, и в течение рабочего дня они чувствуют себя хорошо. Также вот движение руками, вот так сотни раз, вот так, вот так. Это действительно очень-очень помогает организму быть здоровым. Вот. Потом очень нужно и надо заниматься вот приседанием. Я 100-120 приседаний каждое утро делаю. Видите, никаких у меня нет нарушений суставов. Суставы, как у молодого человека, они даже не хрустят, они устают. Вот так надо заниматься. Вот. Потом вот таким образом тоже это очень помогает. Вот. И потом бег на месте. Вот такие движения, они это помогают здоровью. Иван Яковлевич всегда здоров телом, душой и всегда занимается спортом. Всегда он, значит, с утра проводил гимнастические упражнения, и до сих пор сегодня, приходя, он меня спрашивает: ты приседала сегодня? Это любимая фраза Ивана Яковлевича, и мне кажется, он сам считает, и мы тоже теперь уже верим в это, что это главный заряд здоровья.
В этом кабинете я провожу совещания по многим вопросам предупредительно-санитарного надзора, по вопросам охраны здоровья населения, Общественного совета при Минздраве и комиссии Общественной палаты и так далее. Здесь вот на стене портреты моих руководителей Республики и Российской Федерации. Вот в частности Константин Иванович Акулов, он был моим первым руководителем, он сюда часто приезжал, в частности, вот когда в городе Нерюнгри была вспышка кишечной инфекции, он приезжал, изучил и оценил нашу работу на высоком уровне, на уровне Совета министров Российской Федерации. К сожалению, его сейчас нет. После Акулова Константина Ивановича работал Беляев Евгений Николаевич. Он был первым председателем Государственного комитета Российской Федерации по санитарно-эпидемиологическому надзору. То есть после нас они создали Госкомитет. И после Беляева Евгения Николаевича главным государственным санитарным врачом долгие годы работал Онищенко Геннадий Григорьевич. Тот человек, который промыслом Божьим в нужное время, в нужном месте родился, сыграл, как я считаю, огромную роль в обеспечении, говоря современным политическим языком, народосбережения своей республики. Родившись в далеком якутском селе, после окончания школы, выучился в Харькове, тогда еще огромного Советского Союза, защитил там диссертацию в Харькове, кандидатскую, и стал работать главным санитарным врачом. Для меня такая неожиданность была. Я тогда был 33-летний, в те времена как будто себя молодым считал. 52 года профессиональной деятельности Ивана Яковлевича Егорова посвящены служению профилактической медицине, из которых 27 лет он проработал в должности главного государственного санитарного врача Якутии. Целая эпоха в развитии санитарно-эпидемиологической службы Якутии связана с деятельностью Ивана Яковлевича в должности заместителя министра здравоохранения главного государственного санитарного врача республики, на которую он был назначен в 1974 году. Его фундаментальные знания, наверное, это какие-то красивые, как ленские столбы, вещи, которые настолько прочны, но тем не менее искусны, и вот именно слово «изящный» другого не подобрать. Руководствуясь тем, что наука – это движущая сила общества, Иван Яковлевич организовал проведение 5 научно-практических конференций. Он является редактором 6 сборников научных трудов работника санитарной службы Якутии, Сибири, Дальнего Востока и автором около 150 научных работ. И вот в результате такой научной плодотворной деятельности он был избран действительным членом Нью-Йоркской академии наук, Академии естествознания, Академии Северного форума и Международной академии наук, экологии и безопасности жизнедеятельности. Ну и кроме того, Иван Яковлевич автор 9 изданных книг об истории становления, развития санитарной службы Якутии, о коллегах и руководителях санитарной службы Российской Федерации. Он очень ответственный руководитель, поэтому он часто не пользуется отпускными, очень много у него накапливается. Он рано утром приходит на работу, поздно уходит, и все документы пока не закончит, он не уходит. Он с первого дня требует, чтобы мы, как и очень хорошо писали, старались. Чтобы наши, не только само содержание, но и вид письма, чтобы все было чисто, все соответствовало. Письмо, кто подготовил, это лицо этого человека,
Как он подготовлен, как он выражается, можно сделать оценку, как он компетентен, может выразить, как у него аналитический ум, если там анализ, письмо-анализ есть. Поэтому у него подход был к этому вот такой. Но Ивана Яковлевича всегда отличали грамотность, педантичность, прям такое стремление все делать абсолютно идеально. Быть руководителем такого ранга очень непросто, и это не каждому дано. Что для этого важны в первую очередь даже не профессиональные знания и умения, да, а чисто человеческие качества, такие как доброта, терпимость, мудрость, выдержанность в решениях. Вот этого Ивану Яковлевичу было не занимать. Именно его человеческие такие черты, они в любом случае наверняка вот и притягивают всех к нему. Да? Вот я знаю, у него очень много знакомых, друзей, куда бы вот с ним не зайдешь, везде там он кого-то по имени, кого-то там похлопает, кого-то там еще что-то. Вот в любом случае он приходит как домой везде. Поэтому я не один такой, к нему люди тянутся. Ивана Яковлевича Егорова я знаю с 1997 года. Просто так получилось жизненные обстоятельства, что мы были соседями. Да, очень долго жили по одному адресу. И, конечно, в то время как раз, наверное, этот человек, он просто представлял какую-то идеальную форму мужчины, интеллигента, якутской интеллигенции. Мы все с большим восторгом всегда замечали, всегда чувствовали, что Иван Яковлевич ушел на работу, потому что по всему коридору веял очень приятный такой амбре одеколона его мужского. Наверное, про него, вот, как Дэнди лондонский одет, он всегда весь аккуратненький, всегда в галстучке, всегда там весь отутюженный, с какими-то влияниями моды даже там современной, да, вот всегда вот на него любо-дорого смотреть, как говорится. Я помню и такие трагические моменты в истории нашей Якутии. Это наводнение в Ленске. Иван Яковлевич, конечно, тут же создал штаб, привлек нас. Мы собирали вещи, собирали деньги со всей Якутии. У нас очень много медиков пострадало. Иван Яковлевич, конечно, сам тут же вылетел. И я помню его очень усталое лицо, но недаром у нас Ивана Яковлевича все с моей легкой руки называют воинствующим сибаритом. Это Дэнди. Вот я понимаю, вот сколько человек ночей не спал, но безукоризненно одет. Шикарный костюм с иголочки. У него всегда чистая, белая, искрящаяся даже рубашка. Я понимаю, он сам по себе, человек, санитарный врач внутри. Но это, конечно, большая заслуга его супруги. Это человек, можно сказать, эталон жены руководителя. Она очень беспокоится за Ивана Яковлевича все эти годы, пока он работает, да, и начиная с его внешнего вида, всего его состоянием здоровья, как он питается и как делает, все это забота жены. И в то же время она никогда не вмешивается в работу Ивана Яковлевича. Все вопросы решались непосредственно его участием. Даже я могу сказать, когда я работал в Жиганском районе и в Салданском районе, я строил. Благодаря ему он договаривался, начиная Михаила Ефимовича Николаева и другим, находил общий язык, и финансирование было с других ведомств, и были построены здания, которые необходимы были для нашей службы. Так получилось, что Михаил Ефимович Николаев, я ему очень благодарен, Михаилу Ефимовичу Николаеву, первый президент нашей республики, он очень меня поддерживал. Вот даже благодаря его поддержке впервые в России мы отделили санитарную службу от Минздрава. В 1991 году был образован Государственный комитет по санитарно-эпидемиологическому надзору как орган государственного управления. И вот с этого момента обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения стало одним из приоритетных направлений в социальной политике правительства республики.
Он первый в России создал Госкомитет по санэпиднадзору. Это потом только в России такой государственный комитет был создан. Вот. И, конечно, его опыт, его талант руководителя, конечно, значит, нам помогло в том смысле, что в здравоохранении, в отрасли такие, значит, такая бурная работа проходила. И действительно, значит, прорывные моменты были. Это был совершенно новый, качественный, новый уровень работы санитарной службы, когда были усилены надзорные функции, и в то же время проходили всевозможные преобразования в службе, реорганизации, реформы, и все это усиливало вот именно санэпидблагополучие. И Иван Яковлевич очень правильно в то время решил вопрос перехода на федеральный уровень. И самое главное, было очень хорошее финансирование. Сохранили все базы, лабораторное оборудование, даже дали кадры. И, конечно же, вот в связи с тем, что было получено определенное хорошее финансирование, очень укрепили материальную часть. В частности, вот лабораторную диагностику. Именно в год работы Госкомитета значит, был принят, разработан и принят закон о вакцинопрофилактике, закон о безопасности пищевых продуктов. И, конечно же, Иван Яковлевич обращал очень большое внимание на работу, комплексную работу с Министерством здравоохранения, потому что это касалось охраны здоровья населения. Но потом Михаил Ефимович опять меня назначил министром здравоохранения республики. Это действительно для меня тоже новость была. Но я оправдал его доверие, мне так кажется. Я за 4 года работы министром здравоохранения благодаря коллективу Минздрава, благодаря руководителям медицинского учреждения, особенно республиканского, районного. Но было очень интересно, и мы очень напряженно работали в то время. Значит, сразу, как только его назначили, мы начали готовиться к 14-му съезду медицинских работников и общественности, который состоялся в декабре этого же года, 99-го, с участием не только высшего руководства республики, но и министра здравоохранения Российской Федерации Юрия Леонидовича Шевченко. Вот. Приняли концепцию совершенствования здравоохранения, которая действовала и будет действовать еще до 2025 года. Вот такой основополагающий документ. Много новшеств внедрили. Ну, в частности, вот мы открыли, например, медицинских катастроф, тогда этого учреждения не было. Открыли центры медицинской профилактики, то есть профилактикой стали заниматься больше, чем где-либо. Потом центр лечения физкультуры, спортивной медицины создали, потому что спорт у нас развивается, медицинская поддержка нужна спортсменам. Потом дневные стационары открыли. Это очень, с экономической точки зрения, тоже было очень полезно, потому что люди приходили в амбулаториях, поликлиниках, в течение часа получали необходимые эти медицинские процедуры. Вы все прекрасно помните, какие это были тяжелые годы. Беспрецедентная кредиторская задолженность по заработной плате, социальная напряженность в коллективах, первые попытки реформирования отрасли здравоохранения, недовольство наших работников самой системой оплаты труда. И первый звонок он сделал именно в Риском профсоюза. Тогда председателем была Евдокия Пантелеймоновна Иванова, я была заместителем. Я пошла к нему в кабинет. Конечно, я знала, кто такой Иван Яковлевич, это глыба. Я, конечно, очень волновалась, тогда была совсем девочкой, там 30 с небольшим лет. Но вот мне мой отец всегда говорил: обращай, Людмила, внимание на мелочи, на поведенческие мелочи людей. Потому что красивые слова, даже какие-то активные действия не так хорошо человека характеризуют, как такие моменты. И открыв кабинет, причем я пришла минута в минуту, секретарь мне сразу сказала: Иван Яковлевич вас ждет. Вот сравнивая даже такой момент, да, иногда мы ведь сидим в чиновничьих кабинетах по 20, по 30 минут, да даже по часу бывает. А здесь вот такая точность. Точность, вежливость королей, как говорится. И когда я зашла в кабинет, Иван Яковлевич встал с кресла, сразу обошел, сел напротив меня и сказал: ну, чай или кофе?
Прошло 5 минут, и я была просто очарована этим человеком. Мы говорили, говорили и говорили. Относился ко всем, не только руководителям, но и рабочему, сантехнику или дворнику. Он знал их имя, отчество. Это не каждому дано. У него вот такая память, он знает имена, отчества. Он записывал и всегда поздравляя главных врачей или просто работников уважаемых, которые имеют дни рождения. Это тоже не каждый руководитель может. Тем самым он не оставляет без внимания любой. До сих пор он не оставляет без внимания любого человека. Он, будучи вот членом общественной палаты, он время от времени мне звонит и домой и говорит: Людмила Прокопьевна, нужна грамота, там санитарочка, там медсестра. И вот он их всех помнит, он их всех знает. И люди также платят ему той же монетой. Он меня очень всегда тепло принимал с сыном. Я ему тоже вот прямо как к отцу отношусь. Сегодня вот уже на протяжении вот этих лет мы продолжаем встречаться. Вот он и интересуется в любом случае сегодняшними моими какими-то вопросами. Сюда приходил неоднократно. Всегда мы на связи, поэтому я вот благодарю судьбу, что вот свела меня с таким интересным человеком, общение с которым прям приносит радость. Человек, который крайне весел всегда, при любых обстоятельствах, при любых возможностях. Он всегда приведет какую-то такую нотку интереса, всегда задора. И, наверное, поэтому он так долго работает с коллективами. Вот сегодня, даже занимаясь общественной деятельностью, он вдохновляет людей на новые какие-то подвиги, на решение каких-то глобальных вопросов. Хотя, мне кажется, в принципе, сиди, да, с внуками общайся. Нет, это не в его характере. И слава Богу, что есть такие люди. Сегодня он является главным наставником. Он у нас входит в аттестационную группу, которая выезжает по районам и общается с молодыми специалистами, с молодыми докторами, проводит у них аттестационные комиссии. Иван Яковлевич является для меня не просто крупнейшим организатором здравоохранения, авторитетным ученым, главным врачом с большой буквы, да, но и человеком поистине великим. Кроме того, что он сам делает вклад, он воспитывает свою школу, у него много учеников. И это, конечно, залог того, что такие люди, как он, они обеспечивают, в общем-то, будущее якутского народа. Я хочу запечатлеть памятные времена своей жизни в книгах для будущих поколений. Пишу не о себе, а про своих коллег, с кем я учился, как они меня поддерживали, какие учителя меня учили, с кем я работал на уровне Российской Федерации, на уровне Советского Союза, и с кем я работаю у нас в республике. О них я пишу. Як больше событий, это для меня залог здоровья, залог долголетия. Если бы не работал, то только вот в родной хате с утра до вечера только телевизор смотрел бы, газеты самые читал бы. Поэтому я хочу еще дальше работать. Пусть в какой-то степени я бы свой опыт передавал бы молодым. Все-таки без прошлого нет будущего. Поздравляю Ивана Яковлевича с праздником, с его юбилеем. Я желаю ему дальнейших творческих успехов, благоплодности в его служении своему народу и с надеждой, что еще долгие-долгие годы он будет нас радовать. Он будет являться примером для молодых врачей. Уважаемый Иван Яковлевич, от имени большого коллектива медицинских работников, от Министерства здравоохранения, от себя лично, позвольте поздравить вас с юбилейной датой, пожелать вам дальнейшего здоровья, той же крепости духа, личного процветания, стойкости, заряда энергии, вдохновлять всегда нас на новые подвиги. Мы всегда с вами. Перед смотрящим надо быть.
Я всегда думаю на день, на два раньше, на год, может быть, чтобы мои планы были как-то внедрены.